الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام. У нас был ифтар тюркских народов, да, вот тоже многие присутствовали, у нас 100 человек собралось там, тоже такая содержательная беседа была, значит, вот такой ифтар тюркских народов первый раз проводился. Значит, что сегодня у нас была задача какая, значит, пригласить, вот Рашида мы просили, тоже большое спасибо, что откликнулись, пригласить, вот с Гаяровой мы тоже советовались, пригласить те автономии, которые не участвуют, как-то, чтобы автономии между собой, во-первых, начали взаимодействовать, и пригласить еще также другие общественные организации, и продолжение вчерашнего вечера, значит, вот представители тюркских народов. Вот, огромное вам спасибо, пришли наши мероприятия, вот еще гостям нашим, значит, уважаемым тоже спасибо, пришли. Вот такой у нас сегодня был выбран вектор, формат вечера сегодняшнего. Вот все татары, да, вот все татары сегодня, крымские, казанские, астраханские, сибирские, прекрасно вы знаете историю, что они жили в одном государстве. Только тот раздрай, который, в общем-то, среди татар всегда присутствует, он позволил развалить это государство и создать мелкие такие княжества, как Сибирское ханство, Казанское ханство, Астраханское ханство, Крымское ханство, ну, которые просуществовали определенное время. Но причем все татары всегда были мусульманами в прошлом. Но сейчас, конечно, вот татары такие, какие они есть. К сожалению, большинство татар сегодня не знают, что такое намаз, не знают, что такое ураза, не знают, что такое хадж, не знают, что такое закат. В нашей религии, к сожалению, наши татары, вот я о татарах говорю, не знают. Вот на сегодняшний день, если взять Московскую соборную мечеть, Московскую мечеть на Татарской улице, на Хачатуряна улице, или взять, допустим, на Поклонной горе, то татар, которые ходят в мечеть, да, можно пересчитать по пальцам. Даже один саф, наверное, они не наберутся. Почему? Это при том, что татары, наши деды, наши отцы, наши прадеды, в течение там 1000 лет, 1100 лет татары как приняли ислам, по крайней мере волжские татары. Когда крещение Руси, 1000 лет, а исламу в России по Волжье 1100 лет. А если взять регионы Кавказа, 1400 лет. К чему я это говорю? К тому, что мы, татары, мы выросли в исламе. Мы как народ состоялись именно в исламе. Татары вообще сами по себе это разные народы там, которые слились в единое государство и формировались как единая нация. Хотя даже сейчас у нас различия в языках есть, но тем не менее мы все татары, мы все мусульмане. И поэтому, естественно, все татары знают, что такое ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах, это все признают, и это вот нас делает еще татарами. Вот это самый последний рубеж, на котором татары еще держатся за ислам. Но мы должны знать, что ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах, пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, наш пророк, пайгамбарыбыз, говорил: алейса ля иляха илляллах, валяху аснан. Он говорил: ля иляха илляллах, у него 2 зубца должно быть. Инди таба биляху аснан,
футиха ляк ва илля фаля. Если ты придешь с ля иляха илля Мухаммад Расулля, который имеет как ключ два зубца, то врата рая тебе откроются, а если нет, они тебе не откроются. И некоторые ученые сказали, что это иман и намаз. Иман и намаз. Некоторые ученые, имам Абу Ханифа говорил, что человек, который оставляет намаз из-за своей лени, из-за своей нерадивости, все-таки он еще, где-то еще на краешке ислама он еще держится так. Как вот уходящий поезд, да? Он держится за поручень и висит. Он еще висит, за ислам держится еще, но он уже падает фактически. А некоторые ученые говорили, тот, кто не читает намаз, вообще из ислама выходит. То есть он уже не мусульманин. Но мы такой крайней позиции не придерживаемся, потому что наш мазхаб Абу Ханифа говорит, что человек, который не держит, не соблюдает намаз, он не в вагоне, он на подножке поезда, ветер его сносит, он из последних сил держится все-таки еще за состав ислама, скажем так. В Коране об исламе сказано очень много, о намазе очень много сказано. Пророк Мухаммад, пайгамбарыбыз, алейхиссалату вассалям, об исламе говорил: ас-салату имадуддин. Он говорил, намаз это фундамент религии, это его основа, это его опора, это его колонна. То есть намаз имадуддин, ас-салату имадуддин, то есть намаз это колонна, на которой держится дин. Дин же знаем, что такое? Дин это религия. И он дальше говорит: «Ваман акамаха факада акамад дин». Тот, кто эту колонну установил, соблюдал эту колонну, берег эту колонну, то он сохранил свою религию. «Ваман хадамаха», тот, кто бросил эту колонну, эту основу, эту опору, разрушил этот фундамент, он разрушил свою религию. Поэтому вот, уважаемые братья, сестры, энекашдар, намаз это важнейшая часть ислама, которая делает человека после того, как он признал единство Аллаха и пророческую миссию пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это второй шаг, который он должен сделать в религии. Поэтому оставление намаза, вот смотрите, его важность в чем еще заключается. Если человек ураза не может держать, больной, он освобождается от него. Если он в пути, он освобождается от него. Естественно, в другое время он его должен отдержать. Обычно хитро делают во время ураза. Путники, кушают, пьют, а зимой потом отдерживают. Это не важно, это тоже можно делать. Самое главное. Вот. Если закат это, то есть пожертвования денежные. Если ты богатый, то ты должен жертвовать на пути Аллаха бедным, неимущим, калекам, многодетным семьям, женщинам, которые остались без попечения. То есть мусульманин занимается благотворительностью. Но! Если у него нет денег, то на него эта обязанность не ложится. Единственное, которое никогда не снимается с шеи человека, никогда она не прощается, не снимается, не откладывается, это намаз. Если человек может читать намаз стоя, он читает стоя. Если у него больные ноги, он читает сидя, это разрешено. Если он и сидеть не может сидеть, не в состоянии сидеть, настолько он болен, то ислам разрешает ему, не разрешает, а велит ему читать лежа. Лежа. Если у него руки, ноги парализовало, он должен читать намаз ишаралар блян, то есть головой как. То есть намаз никогда не снимается с человека. И горе тому человеку, клянусь Аллахом, горе тому человеку, который встретит Аллаха, и его лоб никогда не касался земли. Горе такому человеку. Потому что мы не говорим, что обязательно он попадет в ад, но Аллах Субхану ва Тааля
на него будет очень сильно разгневан. Очень сильно разгневан, потому что намаз включает в себя все виды поклонения. Во время намаза человек Коран читает. Для этого не надо много Корана знать. Некоторые хитрецы могут сказать, а я Коран не знаю. Клянусь Аллахом, современный человек 28 букв выучит за неделю и научится читать короткие суры Корана, которые любой, даже хафизы Коран, даже алимы великие читают короткие суры в намазе. Это тоже на 3 строчки. Сколько мы стихов выучили? Сколько мы французских слов выучили, английских слов выучили. Всякие частушки, стихотворения. Это можно выучить тоже. И все тоже. Поэтому человек должен научиться. Потому что вот есть один такой аят, это уже Коран. Это же не слова пророка, это слова Аллаха. В судный день, когда люди в раю будут, они будут видеть тех людей, которые в аду. И они будут спрашивать, что позволило вас оставить вот в таком страшном положении, когда вы горите, снова кожа нарастает, снова горите, снова кожа нарастает, снова горите. Попробуйте палец на газовую плиту положите, сколько вы вытерпите. И люди с рая будут спрашивать, что случилось, что вы оказались в таком положении? Что вас ввело в этот страшный огонь? И они скажут, один только слово скажут они. Одно слово они скажут, лям накуминан мусаллин. Мы не были среди молящихся. Мы не были среди молящихся. И поэтому мы попали в такое положение. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля дает, каждый год нам дает возможность начать жизнь с новой страницы. С новой страницы. Вот почему. Вот инна лислама ямху ма кана кабляху. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, ислам стирает все, что было до него. Если человек сегодня не был мусульманином, он произносит шахада, становится мусульманином, признает Аллаха, миссию пророка, алейхиссаляту вассалям, и становится мусульманином, все, что раньше было, пил, гулял, еще что-то делал по незнанию, по неведению, потому что он не мусульманин, не мусульманин, пить можно другое, можно все разрешено. Вот это все стирается. Но Аллах Тааля милостивый, милосердный, Он и мусульманам тоже дает, каждый год дает возможность полностью очиститься и начать свою жизнь с белой страницы. Это месяц Рамадан. Это месяц Рамадан. Пророк говорил, тот человек, который держал Рамазан, веруя в Аллаха и надеясь на Его милость, прощаются ему все грехи, которые были до него. Прощаются ему все грехи, которые были до него. Ну, а естественно, после Рамазана человек должен вот эту новую страницу открыть и начать свою историю писать заново, уже читая намаз, соблюдая харам-халяль, соблюдая другие предписания ислама по возможности. И вот это Рамазан для него будет польза. Если мы Рамазан отдержим его просто, а после Рамазана снова вернемся вновь к той же программе нашей жизни, которая была до Рамазана, то, конечно же, от этого Рамазана останется только голод и жажда. И бессонница на ночь. Ничего не останется. Поэтому пусть Аллах Субхану ва Тааля вот этот Рамадан, остаток Рамадана держать ураза, это от восхода солнца до... Вот мы должны, когда рассвет только появился, прекращать кушать. И до захода солнца воздержаться. Вот этот 10-летний мальчик, я не хвастаюсь, клянусь Аллахом, с первого дня держит ураза и ни разу не ныл, кроме первый день ты ныл, да? Первый день, да. Первый день. Потом он вообще, я ему даже предлагал кушать, он сказал нет, ну, из жалости. Поэтому вот надо держать. А после Рамазана уже начать новую жизнь. Начать новую жизнь с Аллахом, с Его посланником, с мусульманами. Поэтому вот многие здесь вспомнят своих бабушек. Я тоже вспомнил. Они косили сено, там еще что-то делали, рубили лес, пасли скот там и прочее, и держали ураза. Поэтому пусть Аллах Тааля не оставит нас вот в судный день
с теми людьми, о которых спрашивали люди из рая, что вас привело в это плачевное состояние. И они ответили: мы не были вместе с молящимися. И пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас и держащими уразу, и сделает выстаивающими молитву. У кого есть какие-то блага от Аллаха, в финансовом состоянии, помогают бедным, неимущим, другим. У кого есть возможность поехать в хадж, пусть едет в хадж, не откладывает на завтра. Что касается штаба, да, нашего, вот, 20 лет назад мы организовались, так сказать, и вот думали название, и тогда уже 20 лет назад мы столкнулись вот с каким-то таким, вы представляете, да, вот отметьте 20 лет назад, что было. Была немного другая Россия, другой менталитет, другое у нас было, наверное, понимание, как перестройка, где-то люди, вот, и вот что, и мы, вот особенно мы же все из Татарстана, мы столкнулись в Москве с этим вот равнодушием, непониманием вот этой глубины татарского вопроса национального, да, и поэтому как-то вот почти, вроде вначале мы шутили, потом так и осталось, штаб, что вот мы на таком, должно быть на военном времени, значит, что это как война у нас, война с равнодушием, война с такой, значит, пассивностью, да, можно потише, а? Сейчас я же без микрофона, да, вот. И вот, значит, поэтому такое название штаб. Вот. Мы, значит, собирались в Китайгородской стене, у нас идейный вдохновитель тогда, вот Фикрат Ахмеджан Штабеев был, вот с тех пор это пошло, мы собирались, и там я отвечал за молодежь, это был клуб 16, там тогда называлось, потом, значит, мы начали там собираться по профессиям, очень многим было полезно вот наше такое, значит, сообщество, кто впервые приехал в Москву, он сразу же за один вечер, у него становились друзья там и в силовых структурах, и в медицине, и в экономике, и всех, и вот так вот. И особенно, конечно, я думаю, что мы сыграли какую-то роль на то поколение, кто с нами общался, это на поколение студентов, молодежи. Если, например, скромный парень из Лаишского района приезжал на первый курс, он в МГУ, там он не знал, как себя вести, а попадая в наш штаб, он тут же у него в этот же день становилось там, например, 100 татар-друзей, да, он уже с другим лицом, с другой бегущей строкой на лбу, значит, что-то из себя представляющее, он уже на следующий день был другим человеком. Вот. И все эти 20 лет, вот сегодня мы затронули тему татарского языка, вот Рашид правильно сказал, все начинается с нас, все начинается от каждого из нас, да, и мы все 20 лет пропагандируем такую, значит, идею, нашу вот идею штаба, идеологию нашего штаба, которая раньше воспринималась очень так и критично, и как-то. Вот мы все-таки стараемся, вот здесь ребята у нас сидели, вот они давно меня знают, да, вот я им, наверное, уже 101 раз говорю сегодня, да, мы это говорим каждый вечер. Во-первых, мы говорим, мы без татар сейчас сөйләшәбез җыелганда, татар җырларын җырлыйбыз, татар биюләрен биебез менә кем белә, без тырышабыз татарча сөйләшергә, вот, по мере возможности, вот. И вот мы всегда говорим, вот, ты татарин, что ты из себя представляешь, ты татарин, ты должен что, добиться больше, твоя история такая, твоя, значит, такое место в истории, да, такое. И мы к татарам не то, что это вот какой-то гипноз, программирование или тренинг, да, но мы вот где-то, может быть, отчасти с этим граничим, да. Мы говорим, ты должен, тебе надо. И вот у нас молодежь делится на 3 категории, наверное, да, вот, например, первый, второй курс. Первое, у кого есть, как вы говорите, иман, рух, миллятка, значит, к татарскому языку, значит, у некоторых оно не совсем развито, но заложено. У третьих, например, это вообще родители, школа, это упустили этот момент, что он должен гордо родиться с пеленок, значит, родиться татарином, что он должен уже понимать, если он родился татарином в татарской семье, значит, что на нем не должен останавливаться татарский язык, что он носитель этого татарского языка, татарской нации, татарской религии, мусульманства, да, и поэтому вот мы хотим это вот, если у этого нет, мы хотим это объяснить, значит. Ну, или вот пробудить у той второй категории, вот, чтобы они пытались воздействовать на своих, значит, друзей. Если это вот в институте, там, пятикурсники, чтобы они к первокурсникам обратились, чтобы все обратились к своим племянникам. Что такое татарский язык, что такое быть татарином, значит, да, что это ответственно и гордо. И вот мы через это воспитательный рычаг
мы хотим их подвести к самосовершенствованию. Например, если он врач татарин, вот, через это национальный вопрос, значит, он должен быть на 2 часа раньше на работу прийти, на 2 часа позже уйти и добиться больше, особенно в этом городе Москва. Да? Вот, мы этому способствуем, но все это зависит еще от самого человека. Вот такой вот тренинг, программирование, вот это вот мы пытаемся вот такую политику вести, значит. У нас произошла вот это вот, как мы его называем, черный госсовет, да? И вот какая-то наша эта политика, она оказалась очень актуальна. Вот сейчас, на сегодняшний день, языки, вот сегодня мы разговаривали, да, на эту тему. Ну как вот, это все от нас зависит. Нам никто не запрещает сегодня говорить на татарском языке. Нам никто не запрещает ислам. Все в наших силах, да. И вот опять была, значит, критика в наш адрес штаба. Почему мы поддержали? Мы поддержали, значит, сильную власть, сильного президента. Мы поддержали, значит, за сильную власть, за единую Россию, за единого президента. Мы сделали воззвание, и мы поддержали во время выборов, да, еще не зная кого, да. Но почему вот вы поддержите людей, которые нам запрещают вроде татарский язык, да? Ну, во-первых, ну как, за кого? Вот мы выбрали такое. У нас из штаба никто не ходит там на митинги Собчака, там, Удальцова или же на Манежную площадь, да? Мы думаем, что все зависит от нас. И вот нас обвиняют в том, почему там мы не поддержали татарские, вот, казанские вот эти флешмобы там. Ну мы чем рот заклеивать пластырем, да? Мы лучше 5 фильмов снимем про татарскую школу. Лучше мы 5 раз с молодежью встретимся. Мы лучше разъяснительную беседу, а я лучше в своем штабе, значит, 125 раз расскажу, что такое татарин. Вот как-то мы так считаем, например, на этот вопрос, да? Вот, чтобы там пикеты, почему мы не выходим там, как-то. Но мы, не знаю, мы же собираемся, наш совет, мы обсуждаем. Вот у нас наша политика, все-таки мы от себя зависящие, должны работать с людьми, должны работать с младшим поколением, значит, и мы вот эту проявить, вот эту гордость, мы каждый раз своим ребятам говорим, значит, что вы вошли в журнал Forbes, что вы стали президентами России, что вы стали депутатами и министрами. Почему? Почему? Чтобы потом, став этим, вы решали наши национальные вопросы. Вот. Главное, чтобы они мечтали. Мы хотим у них пробудить вот эту мечту, значит, пробудить мечту у них. А в этих вот шагах к этому всему штаб максимально этому способствует, будем так говорить. Вот. Вот такая у нас политика, поэтому, наверное, смело вот родители кто-то или друзей посылайте к нам молодежь. Мы здесь ничего плохого не учим, наша идеология здесь нормальная, она прозрачная. Вот. Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться ко всем. У нас как-то вот фильмов, просмотров мало, или, может, мне кажется, у нас, значит, недостаточно активен WhatsApp эти, значит, и Instagram, поэтому вот призывайте своих людей, друзей, смотрите наши фильмы, значит, интересуйтесь жизнью с штабом, приходите на наши мероприятия и будем вместе совместно это все обсуждать и решать наши, как я сегодня выяснил, общие проблемы.